В работе парламентского комитета по законопроекту о развитии малого и среднего предпринимательства в Абхазии приняли участие представители торгово-промышленной палаты, министерств по налогам и сборам и финансов. Председатель комитета по экономической политике и реформам Резу Зантай рассказал о значимости и необходимости данного законопроекта для республики. Законопроект сегодня нужен нашему обществу. Там, где есть бизнес, и мы четко понимаем, что бизнес сегодня и деловые круги, и деловое общество нашей республики являются главными плательщиками налога, и бюджет образуют они. И чем больше их деловая активность, и чем больше им мы создаем комфортные условия для работы, мы все четко понимаем, что будут больше поступления налоговых. Но мы, общество, и мы должны достойно дать оценку их труду и слышать все их обратную связь, так называемые пожелания, как бы они хотели видеть сегодня ту самую налоговую базу, как бы они хотели видеть, чтобы их интересы были учтены в том самом законодательстве при реализации их идей. Где бы это ни было, это творческая идея, это все, что подлежит монетизации или коммерциализации. Вот как видение и какая цель сегодня нашего совещания, чтобы показать и быть полезными нашему обществу, именно тому самому сообществу бизнеса, о котором мы говорим. Законопроект разработан в целях восполнения законодательного пробела в вопросах регулирования развития малого и среднего предпринимательства. Комитет подробно рассмотрел все статьи закона. Так, в проекте определены категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Субъекты экономической деятельности разделены на 3 категории – микро, малые и средние предприятия. К какой именно категории будет отнесен субъект предпринимательства, будет зависеть от критериев, таких как количество работников и объем выручки. Комитет рассмотрел предложения, поступившие от Министерств финансов по налогам и сборам и торгово-промышленной палаты. В соответствии с нашим законом, действующим законодательством, при регистрации юридических лиц они используют, наверное, вот эту норму минимального размера уставного капитала. Я думаю, практически большинство, наверное, существенное большинство организаций при регистрации определяют именно этот размер уставного капитала в размере 18 тысяч, если я не ошибаюсь. И потом по этому критерию, в принципе, пытаться определить, к какому субъекту малого или среднего предпринимательства относится организация, я думаю, это точно будет не совсем, наверное, верно. И, наверное, тоже нужно по отраслям определять объем и оборота, и численности работников. Среднесписочный и оборот – это главный критерий, который будет определяться. Но на практике выйдет так, что одно предприятие может отвечать одному критерию среднесписочному, а по второму обороту будет выходить за пределы верх. Нам необходимо привлечь дополнительные ресурсы для того, чтобы обработать статистические данные, какие отрасли сегодня работают, какие сферы сегодня задействованы. Так просто с воздуха взять показатели очень сложно. В целях координированного взаимодействия между органами государственной власти и субъектами малого и среднего предпринимательства в законе предусмотрено создание консультативного совета по малым и средним предприятиям. Также законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства регламентирует финансовую, кредитную и инвестиционную поддержку малого и среднего бизнеса государством, которое сочетает в себе налоговые льготы, систему кредитования. В проекте закона детальным образом содержатся нормы, определяющие защиту прав и законных интересов субъектов малых и средних предприятий. Комитет рассмотрел все предложения и поправки. В скором времени законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства будет вынесен на рассмотрение сессии парламента. Алика Травшка, Мила Джопуа, Абхазское телевидение.